Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Наран Айып. На уходящей неделе Кыргызстан получил золотую награду по итогам голосования читателей туристического журнала Wanderlust Travel Magazine в Лондоне. В связи с введением визовых ограничений МИД Кыргызстана выступил с заявлением, что кыргызско-американским отношениям нанесен чувствительный урон. Премьер Абылгазиев принял участие в Алматы в заседании Евразийского межправительственного совета. Вице-премьер Разаков тоже побывал в Алматы и выступил на форуме Digital Алматы. Президент Жээнбеков принял парламентскую делегацию Швеции. Совет безопасности взял под контроль дело пограничника Аланова. С ним встретился секретарь Совбеза Сагымбаев. Омбудсмен Мамытов призвал депутатов отозвать законопроект о дополнительной финансовой отчетности НПО. Бизнес-ассоциации тоже выступили против этого законопроекта. Бишкекский горсуд оставил в силе запрет въезжать в Кыргызстан директору Центральноазиатских программ Российского центра «Мемориал» Виталию Пономареву. Милиция начала досудебное производство в связи с тем, что профессор Кайрат Осмоналиев сообщил в интервью «Вестям КG», что Кыргызстан теряет около миллиарда сомов в год, беспошлинно поставляя сырую нефть в Таджикистан и Узбекистан. Генпрокуратура сообщила об увольнении прокурора Рыскулова, который представлял гособвинение по делу Алмаматова. По итогам последнего заседания Совбеза уволили главу Госэкотехинспекции Джунушева. Дисциплинарная комиссия при Совете судей представила председателя Джалалабадского городского суда Эльмиру Сулайманову к увольнению за небезупречное поведение. АКС ГКНБ сообщил, что возбуждены уголовные дела и привлекаются к ответственности статс-секретарь судебного департамента, начальник одного из управлений, а также бывший директор этого департамента. Госслужба исполнения наказаний заявила, что Садыр Джапаров не выйдет на свободу ранее 2026 года. Министр иностранных дел Айдарбеков принял участие в Берлине в конференции «Зеленая Центральная Азия» в рамках новой стратегии Европейского Союза. Президент Жээнбеков принял участие в митинге «Реквиеме», посвященном 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Сейчас в Кыргызстане проживает 18 блокадников. Премьер Абылгазиев провел совещание по экологии и поручил разработать программу оздоровления ситуации в Бишкеке. Депутат Жанар Акаев объявил о создании новой партии. Статком сообщил, что на 1 января в стране насчитывалось 725 тысяч действующих предприятий. Кыргызстан начал экспортировать по железной дороге в Грузию мазут. Управление внутренних дел США опубликовало список 17 членов организованных преступных группировок, состоящих на учете в МВД. Можно теперь начать выдавать удостоверения или точно так же начать ставить на учет коррупционеров. Но 5 членов ОПГ, причастных к избиению спортсмена, в Аше все-таки были задержаны. Финпол задержал директора Бишкекского управления фонда обязательного медицинского страхования при получении взятки. Всего он вымогал 140 тысяч сомов. Объявлено, что на внедрение патрульной службы милиции потребуется 456 миллионов сомов. Айгуль Рыскулова становится полномочным представителем Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономсовете СНГ. В Таласской областной больнице посетители избили санитарку, а в Сокулукском центре врачебной практики напали на семейного врача. До этого произошло несколько подобных инцидентов в 3-й детской больнице в Бишкеке. Коллектив детсада номер 5 провел забастовку в связи с многочисленными претензиями, жалобами, оскорблениями родителей. А до этого родители вышли на митинг к зданию мэрии. В войсковой части 702 внутренних войск Бишкеки нашли повешенным солдата срочной службы. Жительница Аксуйского района обратилась в милицию в связи с тем, что ее заставляли написать встречное заявление в пользу задержанных за вовлечение ее несовершеннолетней дочери в проституцию. В 49 лет от сердечного приступа умер известный журналист Эрнис Асек-Улу. Его старший брат Мелис Ишимканов умер 8 лет назад, в 47 лет, и тоже от сердечного приступа. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. На суде против СМИ по иску семьи Матраемовых улик пока не представлено. В комиссии Жорко Кеңеша глава бишкекского Азаттыка назвала всех, кто их не понял, необразованными. Подписано решение Совета Безопасности. Не родила ли гора мышь?
Правительство упорно считает, что в тени находится всего 24% экономики. Мобильное приложение ГРС по электронным услугам населению вызывает подозрения общества. Все больше активистов и организаций выступают против дополнительной отчетности НПО. Китайский коронавирус, поставивший на уши всю планету, в Кыргызстане пока не обнаружен. Бишкек посетил московский историк Владимир Шварц. Андрей Токумбаев с ним побеседовал. Лучшие кыргызские аэропорты будут встраиваться в международные структуры. На неделе состоялось третье заседание суда по иску семьи Матраимовых к 3 СМИ – радио «Азаттык», порталу «Клоп» и новостному агентству 24KG. Это агентство написало на неделе, что не обладает доказательствами того, что Раимбек Матраимов и члены его семьи имели или имеют отношение к контрабанде. Это сильный удар по репутации СМИ и вообще журналистов. Если бы у «Азаттыка» или у «Клопа» были такие доказательства, они бы, наверное, их давно передали агентству 24KG. Это не означает, конечно, что контрабанды не было. Она цветет и процветает, но просто нет улик. А писать о чем-то без улик всегда чревато. Суд удовлетворил ходатайство о снятии материальных претензий Матраимовых к 24KG, но ответчиком оно все еще остается. Адвокаты же Азаттыка и Клопа попросили перевести рассматриваемое дело по подсудности в Ленинский районный суд и выразили недоверие судье. Это ходатайство удовлетворено не было. Судья уже провела 3 заседания, а никто из ответчиков из процесса не выбыл. 24KG все еще остается ответчиком. Оно никуда не делось, является ответчиком. Поэтому нам все равно, какой суд будет рассматривать, Свердловский или другой. Мы ставим на этом процессе только 2 требования. Первое – покажите доказательства. Второе – если их нет, скажите, что доказательств нет. Я знаю судебные процессы, когда ставят вопрос подсудности дела или другие похожие вопросы поднимаются. Это можно сказать, что затягивается процесс. В конце недели в Джорку Кеңеше прошло заседание Временной парламентской комиссии, которая была создана 21 ноября в связи с тем, что убитый в Стамбуле 10 ноября китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айркен Саймаити был каким-то образом знаком и вел дела с некоторыми кыргызскими депутатами и бизнесменами. До выявления этих связей и их влияния на процессы в Кыргызстане дело пока еще не дошло, но директор учреждения «Азаттык Медиа», который является бюро «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Бишкеке, заявила на заседании, что Азаттык в своем расследовании не говорил, что те $700 миллионов, из-за которых в стране уже 7 месяцев не утихает хайп, были украдены из государственного бюджета. Если они не имеют отношения к бюджету, из-за чего тогда сыр-бор? Эти 700 миллионов, переведенные через банки за рубеж за 7 лет из кыргызских банков, могут иметь отношение к бюджету в связи с налогами или контрабандой. Но как раз эта часть процесса не совсем расследована. Расследовать все это надо и нужно, но заранее приписывать конкретные цифры конкретным людям – это манипулирование. В нашем расследовании нигде не говорится, что эти $700 миллионов были украдены из госказны. Такой вывод могут делать только необразованные люди. Но эти 700 миллионов, как мы считаем, и не те деньги, собранные из предпринимателей на рынках Дурдой или Мадина, или Карасу, как говорят финполиция или финразведка. Мы в расследовании показали, что эти 700 миллионов переводились из США. На неделе президент подписал решение Совета Безопасности, на заседании которого на прошлой неделе Джейнбеков подверг критике многих руководителей государственных органов. По результатам заседания принято решение уволить руководителя одной из инспекций, находящейся в 3-м или 4-м эшелоне власти. Уволена одна судья из города областного значения, и МВД тоже кого-то там уволила. Как будто власти собираются жить 100 лет и увольнять по одному чиновнику в 2 года. О решении Совета Безопасности подробнее в сюжете Андрея Токумбаева.
Коррупция, проникшая у нас во все эшелоны власти, влияет на эффективность взаимодействия госструктур и органов самоуправления. Это отразилось и на работе судебных, надзорных, правоохранительных инстанций и плачевно сказалось на состоянии всех секторов экономики. Ситуация требует принятия незамедлительных мер, как сказано в решении Совета Безопасности по итогам заседания 24 января, которое во вторник подписал президент Сооронбай Джейнбеков. Подписанный документ о ходе реализации решений Совбеза представляет собой план реформ по многим направлениям. Выслушав доклад вице-премьера Джиниша Разакова, члены Совета были вынуждены признать неэффективность работы госорганов. В одних случаях излишняя бюрократия и формализм, в других – волокита. В первую очередь участники обсудили недостатки судебной ветви власти. Дали оценку, как выполняется решение двухлетней давности, принятое Совбезом 8 февраля 2018 года. Решение об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах нацелено на усиление антикоррупционных мероприятий, на продолжение работы по формированию эффективной национальной системы противодействия коррупции, на последовательное реформирование судебных, надзорных и правоохранительных органов. После докладов председателя Верховного суда Гульбары Калиевой и генерального прокурора Аткурбека Джамшитова от главы государства последовала жесткая критика в адрес судебных органов. Есть те, кто четко и профессионально выполняют свою работу. Им спасибо, но, как говорится, не обходится и без ложки дегтя в бочке меда в виде коррупционеров, которые наносят урон авторитету государственной власти. В качестве одной из таких ложек дегтя Джейнбеков назвал то, что судьи отпустили начальника бишкекского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС Насирбека Алмаматова. Вскоре тот сбежал за границу. Как можно объяснить освобождение этого чиновника? Было же видно, как он брал взятки. Факт на 100% доказан. Что за отношения? Несколько месяцев проводили антикоррупционные мероприятия, чтобы задержать его. Почему не принимаете меры в отношении судьи, который вынес решение о его освобождении? Почему не увольняете прокурора, который это допустил? Как суд работает? Президент резонно заметил, глядя на работу госструктур, особенно судебной ветви власти, народ обычно списывает все их промахи за счет главы государства. О важности этого момента особо подчеркнул в прямом эфире 5 канала ветеран спецслужб Талант Разаков. Поэтому тут борьба с коррупцией уже должна набирать обороты новые. А то, что там безнаказанно остаются, таким образом судья освобождает преступника. Конечно, тут судебные органы, конечно, должны нести свою ответственность. Особая роль для обеспечения несения такой ответственности Совбез отвел дисциплинарной комиссии при Совете судей. Вот что рассказал во вторник о ее работе зампредседателя этой структуры. Обращаться в дисциплинарную комиссию могут практически все граждане. То есть это могут быть не только участники процесса, а просто человек находился и в открытом заседании, видел, как проходится заседание. Если для него кажется, то есть основание, что судья нарушал какие-то процедуры, вел себя неэтично, то он может обращаться в дисциплинарную комиссию. Совет также обязал представителей судебной власти принять нормативные правовые акты, чтобы лучше обеспечить исполнение закона о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. Общеизвестны несколько фактов, когда госслужащие, которые осмеливаются заявлять о коррупционных нарушениях у себя на службе, подвергаются дружной травле со стороны своих сослуживцев. Такова, например, история пограничника Талгата Аланова. Чтобы пресечь невнимание к заявлениям о коррупции, участники встречи отметили необходимость регламентировать порядок выплат материального вознаграждения лицам, сообщающим о правонарушениях. Свое мнение об этом высказал в пятницу в эфире 5 канала бывший секретарь Совета Безопасности Марат Иманкулов. Люди жалуются, люди недовольны работой многих структур, в том числе правоохранительных органов, борьбе с коррупцией. Я тогда предлагал, чтобы мы вот эту борьбу с коррупцией поставили так вопрос: или мы победим коррупцию, или коррупция победит нас, и тем самым мы разложимся как общество, мы просто потеряем государство. Представитель спецслужб отметил, до настоящего момента положение усугубляло половинчатость мер против коррупции. Мне кажется, на мой взгляд, они неадекватны сложившейся ситуации, неадекватны. Насколько секретариат Совета Безопасности, они продуманно предложили Совету Безопасности проект этого решения, и насколько они обсуждали этот вопрос, и насколько предварительно это подготовили, такое решение, мне кажется, это не устраивает. Руководителям Генпрокуратуры и других судебных инстанций предложены следующие дополнения в действующее законодательство.
Предусмотреть более строгую ответственность за нарушение норм, предусмотренных законом о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности. Увеличить сроки давности привлечения к ответственности государственных и муниципальных служащих. Генпрокуратуре поручено в срок до 1 мая проанализировать работу следственных органов, расследующих факты коррупции, а месяцем ранее определить перечень преступлений, которые относятся к коррупционным, и вносить акты прокурорского реагирования на каждое из таких правонарушений, отраженных в актах Счетной палаты. Работники судебной ветви власти стали объектом особой критики со стороны президента потому, что она является центральным звеном, обеспечивающим слаженность всех госструктур. Это подчеркнул в интервью Пятому каналу один из участников заседания, член Центра избиркома Кайрат Осмоналиев. В общем-то, президент достаточно в жесткой, нелицеприятной форме указал руководителям непосредственных главных, скажем так, надзорных органов, правоохранительных органов, судебных органов на вопиющие, скажем так, примеры того, каким образом население начинает терять доверие судебной правоохранительной системы. А это доверие является, в общем-то, самым главным ориентиром или показателем, или индикатором вот тех судебно-правовых реформ, которые заявлены были президентом. Кстати, об ответственности работников судебных органов. Вскоре после заседания Совбеза последовали меры по реализации его решения. Алмаматова, участвующий прокурор во второй инстанции, был освобожден от занимаемой должности на сегодняшний день. Вообще решение Совета Безопасности общеобязательно. То есть по решениям Совета Безопасности проводится определенная работа, и оно будет так же, как и раньше, проводиться. А по замечаниям, естественно, будут приняты меры, и, значит, если есть нарушения, они будут устранены. Другим вопросом повестки дня стала тема 2 последних лет – цифровизация. Документ по ее выполнению в стране Совбез принял 14 декабря 2018 года. Решение Совета Безопасности о мерах по цифровому развитию ориентировано на выработку новых подходов к вопросам государственного управления, автоматизация всех процессов с использованием передовых информационных коммуникационных технологий, консолидация усилий государства, гражданского общества и бизнеса по ускорению к цифровой трансформации государства, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для перехода к цифровой экономике. После доклада председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Достана Дагоева участники заседания признали обеспечение мер цифровизации близким к провалу. В связи с этим Совбез постановил: усилить контроль за качественным и своевременным исполнением дорожной карты по реализации концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023». До 1 марта 2020 года совместно с органами местного самоуправления выработать эффективные меры по исполнению решения органами местного самоуправления. До 1 апреля 2020 года завершить процесс автоматизации и упрощения процедур предоставления цифровых государственных услуг населению посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» и разработки первоочередных баз данных, исключить случаи необоснованного отказа со стороны социального фонда в заключении соглашений с коммерческими организациями об обмене данными посредством системы Тундук. За затягивание процесса цифровизации сделаны замечания руководителям Министерства культуры, Госслужбы исполнения наказаний, Минюста, Финпола, налоговикам и Госрегистру. За формализм в исполнении таких решений досталось и сотрудникам Минздрава, Минобразования, исполнителям проектов «Школьная медицина», IT-поликлиника и «Умная школа». Немало критики последовало и после доклада председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмилия Османбетова. Реализация мер обеспечения безопасности и использования недр признана неудовлетворительной. Объявлен выговор руководству МЧС за неприятие на свой баланс ряда хвостохранилищ, находящихся в аварийном состоянии, а также за слабое экологическое обследование угольного месторождения Каракиче. Были обозначены, вскрыты самые злободневные вопросы, которые стали предметом обсуждения в средствах массовой информации, поскольку и в соцсетях активно, значит, обсуждались вопросы, которые связаны с претензиями, да, скажем так, к качеству работы государственных органов. Решение, подписанное Джейнбековым, вступило в силу со дня подписания, 28 января. В субботу истек срок подачи представлений главе государства о дисциплинарных взысканиях руководителям госструктур за их плохую работу. Пришел черед мер исправления ситуации. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.
В начале недели премьер Абылгазиев провел заседание правительства по предварительным итогам прошедшего 2019 года. Было приведено много разных цифр. Рост экономики составил 4,5%. ВВП достиг 590 миллиардов сомов. Это примерно 8,5 миллиардов долларов. А отношение внешнего долга к ВВП снизилось с 54 до 44%. Но впечатление от таких цифр и высоких показателей значительно снижается, когда из уст премьера слышишь, что объемы теневого сектора экономики правительство умеет измерять уже с точностью до 0,1%. Абылгазиев так и сказал – 23,6%. Статкомитет давно болен такой болезнью, но подобные точные измерения – это все равно, что приводить вес зерна в грузовом вагоне с точностью до миллиграммов. Измерить объемы теневой экономики с точностью не то что 0,1%, но даже до единиц невозможно. Однако главное – сами эти объемы как минимум вдвое больше приводимых статкомитетом или премьером цифр. Сегодня уровень теневой экономики все еще остается высоким. Это около 130 миллиардов сомов или 23,6% к ВВП. Такое же пренебрежение к цифрам или принципам наблюдается и в том, как правительство иногда относится к некоторым программам цифровизации. Проект распознавания лиц по записям камер видеонаблюдения может таить в себе много проблем. От утечки персональных данных в руки криминальных структур до использования их властями в политических целях. О подобных проблемах цифровизации в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Весьма настороженно восприняли многие новую инициативу Государственной регистрационной службы. Во вторник ее руководство представило населению программу для сотовых телефонов «Мобильное приложение портала электронных услуг ГРС». Программа позволит пользователям оформлять в онлайн-режиме многие документы, даже паспорта. С весны новинка начнет внедряться в пилотном режиме. Ее внедрением займется госпредприятие «Инфоком». Была предложена идея, чтобы создать специальное приложение, которое позволит нашим гражданам без каких-либо дополнительных устройств получать наши услуги в доступном виде. Данная реализация началась, идея данного проекта появилась в прошлом году. На сегодняшний день уже началась реализация. Начиная с апреля мобильное приложение под названием «Электронные услуги ГРС» можно будет бесплатно скачивать на сотовые телефоны. Для скачивания мобильного приложения необходимо зарегистрироваться на интернет-портале Государственной регистрационной службы grs.gov.kg, подать заявку на скачиваемые программы, воспользоваться предоставленной на портале информацией о перечне услуг, предоставляемых ГРС. Недоверие к инициативе вызвано скандалом, произошедшим в конце прошлого года. 1 декабря в Бишкеке камеры наружного наблюдения системы «Безопасный город» зафиксировали нарушение правил дорожного движения, допущенное якобы председателем Госрегистра Алмазом Мамбетовым. Его заподозрили в совершении проступка потому, что видеокамера зафиксировала его автомобиль. Но вскоре выяснилось, что за рулем машины был не глава ГРС, а похожий на него человек. В момент фиксации правонарушения глава Госрегистра был в гостях у своих знакомых в микрорайоне Арча-Бишик. Возмущенный Мамбетов инициировал расследование по установлению личности правонарушителя и заявил, что намерен подать в суд на масс-медиа, опубликовавшие результаты данных с камер наружного наблюдения. Вот что сказал он 19 декабря на пресс-конференции. Каждый судит по мере своей испорченности. Прежде чем объявлять такую новость, надо было прийти посмотреть на мое лицо и на лицо этого человека на фото, посмотреть на заместителя моего. Я сразу скажу, что мы будем судиться с «Кактус Медиа». Мы изучаем и другие информагентства. В суд буду подавать я лично, как частное лицо, и мой заместитель тоже. Казус с председателем ГРС продемонстрировал, что личные данные можно фальсифицировать, и любой может стать жертвой, попав в разряд подозреваемых в совершении какого-либо преступления. Эта перспектива не радует и наших соседей по СНГ. Вот, например, как отреагировал один из российских телеканалов на установку такой же системы видеонаблюдения в России. Хорошо, что вы не женщина. Если бы сейчас нас штрафовала камера видеофиксации, то мне бы пришло фотоотчет о том, что я нахожусь с женщиной в обеденное время. А супруга ревнивая? А супруга у меня очень ревнивая. Вместе с адвокатом Тимуром Баязитовым разбираем эту коллизию. И вдруг выясняется, что она вовсе не уникальная. На моей памяти
А есть такая одна ситуация, когда муж сказал жене, что уезжает в командировку, но на самом деле поехал с друзьями отдыхать за город на рыбалку. Новое мобильное приложение может упростить задачу киберпреступников, поскольку может стать возможным доступ к паспортным данным граждан. Но директор Инфокома заверил всех на презентации новинки, что специалисты приложили все усилия для обеспечения защиты конфиденциальной информации. Мы данный проект внедряем за собственные средства, своими силами. По данному проекту мы, как вы знаете, вот кибербезопасность, да, вот это защищенность, да, вот мы используем только защищенные каналы связи интернета. На мероприятии была и жертва скандала. Глава ГРС подчеркнул, что ставшая причиной инцидента утечка информации допущена совсем другим ведомством. Держателями будем являться мы, никто другой. Здесь нету такого там, как в том случае, особенно вы это знаете хорошо, что утечка была не от нас, утечка была с другого ведомства, с другого госоргана. Вот что сказала по этому поводу в разговоре с корреспондентом Пятого заместитель директора Инфокома. Мы понимаем опасения наших граждан, но мы должны тоже идти ногу со временем, но при этом сохранность и безопасность данных обеспечить в полной мере. Конечно, в первую очередь мы всегда, прежде чем реализовывать и запускать проекты, мы смотрим со стороны безопасности, насколько это безопасно, насколько приняты все меры. Данные меры все нами приняты. Это и нормативно-правовыми актами все требования по обеспечению безопасности у нас соблюдаются. Специалист также утверждает, что приложение поможет решить проблему взяток в государственных органах, ответственных за оформление документов. Я думаю, это безусловно поможет, потому что, безусловно, контакт с чиновником приводит к тому, что человек вынужден предоставить какие-то поощрения, чтобы решить свои вопросы быстро и в короткое сжатое время. Однако опасения некоторых правозащитников вызывает тот факт, что в спонсировании программы «Цифровой Кыргызстан», в рамках которого запускается мобильное приложение, участвует китайская компания CIC, которая в прошлом году выделила Кыргызстану грант в $5 миллионов на установку видеокамер распознавания лиц. Гражданские активисты опасаются, что обеспеченный благодаря цифровизации легкий доступ к личным данным значительно облегчит работу спецслужб другого государства. Я бы еще хотела задать вопрос, кем же финансируется. К сожалению, я думаю, что это китайская компания, которая уже вела переговоры с Министерством внутренних дел Кыргызской республики. Я хочу сказать, что это очень опасная инициатива, которая может действительно угрожать нашей национальной безопасности. Правозащитник также считает, что руководство республики неспроста согласилось на участие китайской компании в проекте, затрагивающем интересы безопасности государства. По мнению Исмаиловой, пойти на такой шаг политиков заставляют долговые обязательства Кыргызстаном перед КНР. Когда мы должны 40% внешнего долга именно Китаю, и именно это вырос, кредитные вот эти вот линии выросли именно перед Атамбаевой. Я помню июнь 2011 года, когда мы были на приеме у Атамбаева, господин Текебаев, Роза Акназарова и я, и мы говорили о большой антикоррупционной политике, которую необходимо было вводить после 2010 года. К сожалению, я помню, Атамбаев показал на карту, которая висела сзади него, и сказал, это самый лучший, это друг, это Китай. В Инфокоме отрицают, что лучший друг спонсирует программу внедрения мобильного приложения. Я хочу успокоить, чтобы никто не беспокоился по поводу. У нас никаких совместных проектов и сотрудничества с Китайской Народной Республикой не существует и нет. Это наша собственная разработка, это наша отечественная разработка. Задействована отечественная компания, отечественные разработчики, которые контролируются соответствующими органами. Тем не менее, некоторые гражданские активисты сомневаются в легитимности использования мобильных приложений, ставящих под угрозу личные данные граждан. Об этом заявила в эфире Пятого канала Татума Металиева. Для меня очень большой вопрос легальности использования этой системы, поскольку у нас требования законодательства есть по внедрению подобных систем. И все требования к системе безопасности, этих требований, они должны были быть опубликованы, они должны быть публичными. Например, постановление правительства, которое принято в 2017 году, выставляет конкретные требования. О том, что законодательство страны пока не гарантирует сохранность личной информации, не отрицают и сотрудники правоохранительных органов. Сравнение фотографии человека с камерой
камер наблюдения и поиском базы данных в настоящее время законодательно еще не урегулировано. Но нами готовится, мы активно принимаем участие в подготовке документов, и мы будем направлять их в соответствующие органы. Многие, кому приходилось часами стоять в очередях государственных органов для оформления паспортов и других документов, знают, насколько неповоротлива и громоздка бюрократическая система. Цифровизация обещает избавить сограждан от такой волокиты, заменив ее на простое нажатие кнопок в мобильном приложении смартфона. Но несовершенство законов не гарантирует защиту от использования личных данных третьими лицами. Опасения также вызывают и всплывающие порой факты сговора преступных группировок с правоохранительными органами. И где гарантии, что наши нереформированные правоохранительные органы не будут злоупотреблять этими данными, да, которые они получат, не будут их использовать против политических оппонентов власти и против граждан, имеющих другую позицию. В этом случае новейшие технологии в сфере коммуникации могут воплотить в Кыргызстане мрачные антиутопии в стиле Оруэлла и Хаксли. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги. Мрачные антиутопии в стиле Джорджа Оруэлла или Олдоса Хаксли в Кыргызстане уже воплощаются. Охота на неправительственные организации все еще продолжается. От них требуют, чтобы они раскрывали свои финансы для властей еще больше, чем это уже предусмотрено законами и правилами. В то же время имеется масса правительственных, неправительственных организаций, на которые, например, при Атамбаеве тратились огромные средства, чтобы они своим присутствием в гражданском секторе превращали его в полугражданский. Политические партии рыщут по заграницам, чтобы получить средства на свою политическую деятельность внутри Кыргызстана, а само правительство является главным грантополучателем зарубежных донорских организаций. При этом кто-то хочет понравиться этому грантополучателю тем, что перекроет своим законопроектом краник другим, кто идет не совсем в ногу или не пляшет под дудку власти. Среди НПО могут быть действительно недобросовестны, но выявление таковых – работа специальных органов. Давайте мы всех включим в этот законопроект и от всех будем требовать такую отчетность. От государственных органов в первую очередь, куда деваются огромные кредиты, деньги, которые мы получаем. Да? Второе. На какие деньги, на какие средства финансируются политические партии, которые приходят во власть, какое у них членство, какую миссию они преследуют, для чего они вообще приходят во власть. Вся неделя не только в Кыргызстане, но и во всем мире прошла под знаком борьбы с новым коронавирусом, который скосил в Китае уже более 250 человек. В городе Ухань все предприятия закрыты. Работают только продуктовые магазины, и то только до 5 часов вечера. Все оттуда уезжают. Владельцы предприятий распродают свои акции, а кто-то их по дешевке скупает. О мерах против вируса в Кыргызстане подробнее Андрей Токамбаев. Даже те, кто не силен в географии, теперь знают про Ухань. Этот город на востоке Китая стал очагом опасной инфекции – коронавируса. В Кыргызстане пока не выявлено ни одного случая заражения смертельным вирусом. Но тревожные новости о его распространении за рубежом заставили руководство страны принять превентивные меры. Кыргызстан закрыл границу с Китаем. Сегодня там нет ни одной попытки проезда через границу как людей, так и продуктов. В особенности речь идет о КПП Торугар-Тиркиштам. Кыргызстан принимает ряд мер для предотвращения заражения китайским коронавирусом. Во всех пунктах пропуска в Кыргызстане, будь это авиасообщение, автотранспортное или железнодорожное, приняты меры безопасности. Мы установили тепловизоры. Также там работают санитарные пункты. Глава Кабмина заявил об этом 27 января на заседании правительства. Министр здравоохранения Космозбек Чолпонбаев информировал, что с 23 января в стране действует оперативный штаб по предотвращению эпидемии. Открыта горячая телефонная линия. Вот что рассказал в тот же день Пятому каналу секретарь Совбеза. С 1 января 2020 года у нас работает оперативный штаб. Оперативный штаб на прошлой неделе начал работать в усиленном режиме в связи с тем, что на территории Китайской Народной Республики количество погибших от этого коронавируса значительно увеличилось. Информация поступает к нам ежедневно. Наши представители международного ведомства, я имею в виду Министерство иностранных дел, очень оперативно работают с соответствующими своими коллегами с Китайской Народной Республикой. На заседании глава Минздрава в частности сказал в своем докладе правительству:
По лекарственным средствам и препаратам, медицинские маски, шприцы и антибиотики – все это есть на рынке. Сегодня 3,5 миллиона масок есть на складе. В медучреждениях есть 1468 халатов, розданы очки и другие нужные предметы. Медики с эпидемиологами готовы к чрезвычайной ситуации. Министр Чолпонбаев рекомендовал сократить число развлекательных массовых мероприятий, а тепловизоры стали с понедельника обязательными на пограничных пунктах пропуска, в первую очередь в международных аэропортах Манас и Ош. Там в общей сложности работает 170 врачей-эпидемиологов. Тепловизор – это очень такая удобная вещь. Она бесконтактное наблюдение всех проходивших пассажиров. У нас 4 тепловизора, все в рабочем состоянии. Один тепловизор стоит здесь с одним тепловизором. Вот как вы видите, вот такой тепловизор. Мы заходим в самолет. Не внутри, мы заходим в самолет к трапу, к заходу и спрашиваем экипажа, есть ли у них больные. Медики, оснащенные такими приборами, круглосуточно дежурят на всех санитарно-карантинных постах страны. Аэропорт Манас в усиленном режиме работает. У нас врачи дежурят здесь сутками. Работает 2 тепловизора. Один находится у нас зал прилета до погранзоны, погранконтроля. Второй у нас где когда самолет дверь открываем, и там тоже наши специалисты не допускают завоза инфекции и проводят надзор, то есть профилактические мероприятия. В понедельник один из тепловизоров в аэропорту Манас сработал. Выявил высокую температуру у туриста из Таиланда. С подозрением на коронавирус авиапассажиры госпитализировали в специально оборудованное для этой цели отделение Республиканской инфекционной больницы. Об этом главврач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Рыспек Садыгалиев рассказал во вторник на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кинеша. В больнице созвали консилиум, но признаков смертельно опасной инфекции у пациента не обнаружили. Его перевезли в другую палату с диагнозом «обычный грипп». Отделение для зараженных инфекция номер 1 снова пустует. Палаты отличаются тем, что они наподобие бокса, то есть там созданы все условия, чтобы пациент не выходил в коридор. То есть у него санузел внутри, душевая, то есть созданы все условия для того, чтобы пациент мог находиться в палате и получать соответствующее лечение. Коронавирус – одной из разновидностей, которой является уханьская инфекция. Известен давно, сказал эпидемиолог страны во вторник в прямом эфире 5 канала. Коронавирус известен человечеству уже порядка 50 лет. Впервые был выделен в 1965 году еще. И существует около 30 вариантов коронавируса, видов. Но из них только ограниченное число, около 6, опасно для человека. Все остальные проходят среди животных. Первый случай гибели заболевшего новым видом коронавируса зафиксирован в Ухане 18 января. Вирус опасен своими осложнениями, в частности, поражением легких и бронхов. Симптомы, у коронавируса это лихорадка, то есть повышенная температура, кашель, и конкретно у данного коронавируса еще отмечаются поражения легких. Началась эпидемия в конце декабря на рыбных рынках этого города. По одной из версий, первые больные заразились от морепродуктов. Это совсем новый коронавирус. Ранее мы говорили о других коронавирусах. Это MERS-CoV, это синдром тяжелой респираторной инфекции, но это совсем другой вид коронавируса. Это новый коронавирус, который на сегодняшний день связывает с морепродуктами. Есть и другая версия. Коронавирусом китайские любители деликатесов могли заразиться от мяса змеи либо летучей мыши. Такой вывод излагает в своем ролике на Ютубе украинский врач Евгений Комаровский. В основном обвиняют летучих мышей, которых люди ели. Хотя есть версия о том, что тут и змеи могут быть виноваты. Но все большее и большее число ученых считают, что змеи таки ни при чем и отдают предпочтение летучим мышам. В начале января город Ухань с 11-миллионным населением был закрыт на карантин. Вскоре та же участь постигла и соседние 9 населенных пунктов провинции Хубэй, в котором расположен очаг распространения опасного вируса. По данным на 30 января, там работает более 1500 врачей. На улицах пусто. Не действуют учебные заведения, кинотеатры, бары и рестораны. Не ходит общественный транспорт. Ухань остановил общественный транспорт. Очень важная мера, чтобы обуздать массовое распространение вируса. Затем другие города последовали этому примеру, строго контролируя возможные
источники инфекции. По правде говоря, общественность должна уделять больше внимания защите себя, носить маски и мыть руки. Таким образом, мы определенно сможем остановить вирус в ближайшие несколько месяцев. Пик эпидемии совпал с Новым годом по лунному календарю. В нынешнем году его отметили 24 января. В разгар новогодних торжеств эпидемиологам КНР пришлось особенно поработать. Мы сосредоточимся на отслеживании людей, приехавших из Ухани, центра коронавируса, чтобы они находились под медицинским наблюдением у себя дома в течение 14 дней. Будем следить за состоянием их здоровья. Как только будут обнаружены какие-либо отклонения, будем принимать меры контроля. В Бишкеке на заседании правительства в понедельник стало известно, что в Ухане находится 15 граждан Кыргызстана. В основном студентов. А всего их около 50. Остальные уехали домой на каникулы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Нурлан Ниязалиев. По оценкам медиков, если бы кто-то из студентов заразился, инфекция уже себя проявила бы. Инкубационный период не длительный, до нескольких дней. И начало острое, с повышением температуры. Температура обычно высокая, до 39 градусов может достигать. Затруднение дыхания, и при этом появляется кашель. Кашель тоже может быть от сухого до частого малопродуктивного кашля. И заразиться этим видом инфекции не столь просто, как кажется, успокаивают медики. Если даже он передается, то его передача, видимо, не такая легкая от человека к человеку. Видимо, нужен какой-то очень плотный контакт или долгий контакт. То есть об этом известно мало. Основное коварство смертельного вируса состоит в том, что он по своим симптомам похож на обычный грипп. Определить отличия могут лишь опытные специалисты. Поэтому даже при симптомах ОРЗ или легкой простуды инфекционисты советуют не откладывать визит к врачу. Не специалисту очень тяжело определить, какая это инфекция. Или это банальная острая респираторная вирусная инфекция, или это инфекция, вызываемая коронавирусом. При этом лучше обратиться к специалисту, в данном случае Центр семейной медицины. Появилась и фейковая информация, что заразиться можно через бананы. Потрясает то, что, например, вот среди моих сотрудников из 10 человек 3 за прошедшие сутки получили смс-ку с категорическим требованием ни в коем случае не есть бананы. И обязательно эту смс-ку, как письмо счастья, надо переслать всем остальным, чтобы все перестали есть бананы, потому что все бананы инфицированы коронавирусом. Сообщаю всем, это абсолютный бред. По-видимому, одна банановая мафия, может быть, или яблочная мафия воюет с банановой мафией. Но на самом деле, кушайте бананы на здоровье. Всемирная организация здравоохранения рекомендует перевозить больных в специально изготовленных боксах. В аэропорту Манас есть лишь один такой бокс. Если из-за границы прилетит несколько зараженных одновременно, эвакуировать их оперативно не удастся. Кроме того, в Кыргызстане нет закона, на основании которого приезжего, зараженного коронавирусом, пограничники и правоохранительные органы могут не впустить в страну. Эпидемиологи вправе лишь рекомендовать ему покинуть Кыргызстан. Нет, мы не имеем такого права не пускать. Потому что мы не знаем, может, это был просто вирус гриппа, может, это просто респираторная какая-то инфекция. Поэтому просто этих людей мы изолируем, госпитализируем в стационар, берем анализы и лечим. На рекомендации медиков приезжий больной вполне может начихать. В прямом и переносном смысле слова. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги. На рекомендации медиков многие, конечно, не обращают внимания, но в последнее время мы не обращаем внимания и на многое другое, в том числе и на историю. В частности, раздаются уже призывы вычеркнуть из истории Кыргызстана имя Михаила Фрунзе, а его музей вообще закрыть. На неделе Бишкек посетил Владимир Шварц, который проживает в Москве и изучает историю Кыргызстана, жизнь Фрунзе и историю восстания 16 года. Наш корреспондент Андрей Токамбаев успел с ним побеседовать. Владимир Ильич, есть имена, которые постепенно уходят из, в общем-то, общественного употребления истории. Вот одно из этих имен – это Михаил Васильевич Фрунзе. Возможно, уже молодое поколение кыргызстанцев, оно не очень хорошо знает вообще, какую роль сыграл этот человек в истории Кыргызстана. Пожалуй, начнем, наверное, с того, что расскажите, пожалуйста, об этом человеке. Человек, прежде всего, яркой, очень короткой, но блистательной жизни. Человек, как многие были на переломе 19-20 века, который определил свою судьбу в юношестве и
до последнего дня своей жизни шел по одной линии, и что его отличает, он был успешный. Ему было дано, вся семья была люди талантливые, все, как говорится, круглые отличники, вот буквально, они все были золотые медалисты. И какой-то особой высокой порядочности. Ну, скажем, для меня, например, как человек, который очень уважительно относится к медицинскому вот сословию, они были сыном, все они были, отец их был фельдшером. Старший брат Константин оставался фельдшером здесь, в Семиреченской области, и работал здесь, в общем-то, и в 16-м году, то есть вот очень долго. В то же время он успел послужить, старший брат, и во время добровольцем, медиком в Японской войне. Вот. Про Михаила можно, например, интересно сказать, что когда отец умер, семья была в тяжелом положении, он предложил маме: давай продадим золотую медаль Константина. Она сказала: ну как, неудобно. А он сказал: я все равно получу свою золотую медаль. Вот моя будет его. Ты ее положишь, как Костина. А я предлагаю продать свою золотую медаль, чтобы было. Вот, понимаете, такие мелочи. Взаимообмен, да? Да, чтобы я не хочу старшего брата обижать, а в семье нужно, значит, это вот мелкие такие вещи, из которых складывается портрет. И следующий такой очень интересный момент. Например, будучи уроженцем города Пишпека, он учился где-то уже начиная, наверное, с 12, по-моему, лет, он учился в Верном. Но в Алматы, то, что город то, что сейчас Алматы называется. В очень хорошей гимназии вернинской, та самая, в которой он и получил золотую медаль потом. И там, например, он был в близких отношениях с Терентьевыми. Терентьев – это градоначальник Пишпека. Совершенно верно. Это мэр. Он учился с его сыном, и поэтому, когда навещал, сюда приезжали, например, сын этого Терентьева говорит: Миша останавливался у нас, поскольку здесь у них уже дома не было. Вот. И вот такой, то есть он был вхож в круг верхушки такой, интеллигентной верхушки. То есть местные элиты своего рода. Местные элиты. И вот кроме русской элиты, был очень интересный момент. Уже за год до окончания гимназии они с друзьями, несколько человек, поехали в конное путешествие, которое продолжалось 3 месяца, по Киргизии. Они выехали из Алматы, перевалили через Курдай, вышли к Боомскому ущелью, причем они поехали не просто так прогуляться, они поехали, Михаил считал, что он будет ботаником и собирал коллекцию растений, а его друг всяких насекомых и прочее. Вот они, причем по окончанию они послали эти свои коллекции в Санкт-Петербург, в Кунсткамеру, и им сказали: ребята, большое спасибо, продолжайте работать, очень интересно, потому что они нашли что-то новое. Вот. Но для нас, вот для сегодняшнего разговора, именно из этой поездки 4-го года интересно что подъехав к входу в Боомское ущелье, они решили: ой, оно пустое, каменистое, там ничего мы не найдем. Слыхали, что тут вот есть Чонкимин. Такое место замечательное. А там царь и бог – это Шабдан Джантаев. И поскольку один из товарищей вот в этом путешествии, Фрунзе, был сыном врача, который лечил детей Джантаева, они написали записку Шабдану, и тот сказал: ребят, приезжайте. Они приехали, жили у него в новопостроенном доме в течение нескольких дней, и в качестве, чтобы им не было скучно, им был представлен сын Шабдана, Кемель Шабданов. Вот. И это вот 5-дневное знакомство, эти молодые люди друг другу понравились, это послужило основой для этой дружбы. Я смотрел в Государственном архиве Российской Федерации дела, посвященные Шабдановым. И в одном из дел, которое называлось «Дело о выселении Шабдановых из Киргизии и обследованию Киргизстана»,
я обнаружил листочек бумаги, которого не было ни в описи, нигде. Вот он просто вшит. Когда я начал с лупой разбираться, я обнаружил, во-первых, что это письмо Кемеля Шабданова, оно напечатано на машинке, а поверх его, почти как, знаете, арабская вязь, вот такой дрожащей рукой, записка. Так. Когда я рассмотрел, буквально с лупой, по буквам разбираясь, что это такое, и посмотрел на подпись, это была записка, ну, было ясное изображение. Кемель Шабданов писал Михаилу Фрунзе. А Михаил Фрунзе в это время был в больнице, в Боткинской. А теперь, что было в этой записке? Дело в том, что это 25-й год, октябрь 25-го года. Вопрос о статусе Киргизии стоял вот просто вот ребром, то, что называется. К этому моменту Киргизская автономная область входила в состав РСФСР, России, да? Казахская автономная республика тоже входила, но это было в РСФСР, но это было уровнем выше. Разговор шел о чем? Казахстан откалывается от России, а Киргизия становится областью уже в Казахской ССР. И у такой позиции о том, что это будет правильно, были свои защитники, были люди, которые отстаивали. Киргизы – это часть казахского народа, поэтому область киргизская, вот она здесь рядышком, их мало, нас много, она будет областью внутри Казахстана. Какую позицию принял Михаил Васильевич? Михаил Васильевич знал об этой ситуации, но в письме, которое, вот записка Шабдана, там не было ни грамма политики. Шабданов писал: «Меня с братьями выселяют из Киргизстана. Нам нашей жизни под угрозой. Помогите нам». Это была фактически дружеская записка. Это была крик о помощи одного человека другому человеку, а не политику. Но Михаил Васильевич, он был политиком. Поэтому он написал тут же, вот в этой резолюции, которую он адресовал Михаилу Калинину, он написал: прошу со всем вниманием обратить на эту записку. Эти люди никакие не контрреволюционеры. Там идет, и уже начинается политика, там идет межклановая борьба. И сейчас те, кого поддерживает Худайкулов, а Худайкулов это был человек, который продвигал интересы именно сохранения статуса области, побеждают. Худайкуловы побеждают, его клан. Там куча безобразий, пишет Фрунзе, пишет Калинину. Пошлите туда комиссию, пусть она разберется. И вот это обращение в президиум, в ЦИК, а президиум в ЦИК, его возглавлял Михаил Калинин. Значит, Михаил Калинин это был то, что сейчас президент. Это был глава государства. Вот. В тот же день, 16 октября, уходит телеграмма в Пишпек. Срочно вернуть обратно Шабдановых. А еще через несколько дней сюда выезжает комиссия в ЦК. От Центральной контрольной комиссии партийной. И таким образом началась как бы... Эта комиссия приезжает, на Худайкулова вешают, оказывается, за ним выявляется куча преступлений, его карьера заканчивается, чтобы никогда не возобновиться, а тот круг киргизских политиков, который к этому времени уже фактически был подавлен и разбросан, они возвращаются и узнают, что Михаил Васильевич умер. Что они делают? Они выходят с заявлением, что наш город, где Михаил Васильевич не был уже 20 лет, должен носить его имя. И так началась, можно сказать, кыргызская национальная история. История началась, конечно, давно, но так, в общем-то, она стала самостоятельной, обособленной, как говорят украинцы, самостийной. Большое спасибо. Что бы вы могли пожелать сейчас вот нашим соотечественникам от научной общественности Москвы? Учить историю своего народа. И самое главное, не забывать самые значимые в ней имена. Большое вам спасибо, Владимир Ильич, за интересный разговор.
Владимир Шварц рассказывает, как Фрунзе спас детей Шабдана, а те инициировали переименование Пишпека во Фрунзе. Подобного интернационализма через 100 лет как-то не очень наблюдается. Есть даже призывы гомогенизировать общество, но вот на неделе стало известно, что правительство собирается продать аэропорты в Бишкеке и Аше в руки надежной зарубежной фирмы. А в консультанты выбрана международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка. По крайней мере, не просто взяли и продали, что у нас всегда чревато злым умыслом и всевозможными потерями для государства. Вот только эта продажа называется передачей во внешнее управление, хотя аэропорт Манас – одно из успешных предприятий страны, которое получило в прошлом году прибыль в 2 миллиарда сомов и выплатило государству 640 миллионов сомов дивидендов. Что из этого выйдет, пока неизвестно, но страна начинает встраиваться в международную экономику. Распоряжением правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2019 года, номер 17-Р, была образована рабочая группа для рассмотрения предложений международных финансовых институтов. В данную рабочую группу вошли представители государственных органов и независимые эксперты. Рабочая группа, рассмотрев предложения вышеуказанных институтов, рекомендовала Международную финансовую корпорацию. При этом в международной организации нельзя идти со своим уставом, иначе может получиться родное байманапство. Айзада Касмалиева назвала всех, кто понял их расследование так, как они именно и хотели, чтобы те поняли, просто темными. Это как в темноте в лесу бросить клич «идите за нами», завести всех побежавших за ними в болото, а самим выскочить и потом обвинять других. Мы же вам не обещали, что выведем всех вас на сухую землю. Они, оказывается, не говорили, что 700 миллионов долларов украдены из бюджета. А из-за чего тогда шум? Не обладая конкретными доказательствами и манипулируя общественными настроениями, расследователи и их руководители дискредитировали не только себя, но и все журналистское сообщество и вообще профессию. Теперь воры, махинаторы и коррумпированные чиновники могут открыто смеяться в лицо журналистам, которые пытаются про них писать или как-то критиковать, потому что сами некоторые журналисты оказались не совсем ответственными. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарен Аеп. Всего вам хорошего и до свидания.